Всем привет! Начал отсюда. В общем, вот эти щиты, они прикрывают кое-что. Пойду поищу дома, где щиты ничего не прикрывают. Блин, живу в центре. Еще пришлось немножко поискать неприкрытый щитами фундамент. В общем, вот так вот выглядят в Якутии все дома, если они открыты снизу. Очень необычно. То есть я вот так вот, оп, я уже под домом. Необычное чувство, когда ты находишься вот так вот под домом, а сверху над тобой такая громадина. Я, кстати, первый раз залез сюда, все мимо ходил, смотрел. Почему так строятся дома, я почитал в интернете. В общем, сваи углубляют где-то на 12-16 метров в среднем до вечной мерзлоты. И получается, чтобы тепло от дома не оттаивало грунты, делают вот так вот на возвышении все. И получается, что из-за перепадов туда-сюда, потому что лед замерзает, оттаивает, а лед и вода имеют разную плотность, соответственно, разный объем. Поэтому грунты гуляют. Если некачественно сделать, тут может дом обвалиться, это очень опасно. То есть, по сути, в Якутии вечная мерзлота, почва оттаивает на глубину всего лишь 2,5 метра, я так понял. Поэтому здесь не роют колодцев. Для жителей Якутска это выглядит все естественно. Потому что так было всегда и так должно быть. Хотя сейчас строят современные дома уже по технологиям, как у нас в европейской части. То есть сваями забуривают сваи, делают фундамент, ростверк и так далее. И дом уже стоит на земле. Точную погоду назвать сложно. Где-то пишет 39, где-то 42. Ну, в общем, около 40-ки. Потому что когда тумана нет, ну, обычно это 35-38, ну, до 40. Туман уже показатель того, что мороз окреп. Это насколько я понимаю. Мои личные наблюдения. Такой вот в городе туман. Ничего не видно. Зато красиво. Все белое. В Якутске везде сделаны такие вот остановки теплые. Не знаю, есть ли они в других городах. Тут они везде. Потому что на улице холодно, где надо подождать, где-то тут в тепле. Вот, скамеечка. Вот так вот можно переждать холод, пока ждешь автобуса. На экране все видно. Если нужны денежки, возьми, пожалуйста, в долг. Под большой-большой процент. Вообще меня убивает эта тема. Почему ее не запретят? Тут очень много почему-то этих контор, насколько я вижу. Халявные деньги. Людей оббывают просто. Ладно, идем дальше. Примерно понял, что здесь католическая церковь. Работают миссионеры из Южной Африки. Обучают танцам по вторникам. Ух ты, какая штука. Есть вот одно явление еще, что я так понял, много собак бездомных бегает стаями. Ну, они днем прячутся, потому что мне говорили, что их отстреливали здесь. Вот кушают, находят еду. Ну, и были случаи нападений. Рассказывали мне такую информацию, не знаю. Не все остановки тут теплые, зато есть электронное табло, где видно, через сколько придет тот или иной маршрутный автобус. Вот в Питере такого не видел. Хотел немножко прокатиться на автобусе, он, проехав одну остановку, сломался. Зато узнал, что проезд стоит 28 рублей. Тут везде интересно еще сделаны ступеньки. Везде мраморная плитка скользкая. И вот выстелено коврами, чтобы люди не поскальзывались. И по коврам все бегают. Тук-тук-тук-тук. А этот памятник, монумент, я так понимаю, посвящен смешанию Якутии с Россией. То есть смешанных браков
Вот русский мужчина, якутская девушка, у них рождается общий ребенок. Говорят, дети от таких браков получаются очень красивые. Мне такое тоже пророчат. Вот какие красивые получаются заснеженные фонарные столбы. Посмотрим, буду ли я сидеть на его месте. В Якутске по причине вечной мерзлоты все вот коммуникации, я так понял, идут поверху. Город везде опоясан таким вот трубами теплосети. Сверху вот провода, электрические коммуникации. Вон какое солнышко. Сейчас 3 часа дня. Солнце у нас на улице светит. Не было бы тумана, было бы вообще шикарно. Но с туманом тоже в этом своя прелесть есть. Город в тумане. А это небольшой такой сквер. На карте отмечено как сквер. Это центр Якутска. Улица Пояркова, переходящая в улицу Аюнского, улица Кирова, бизнес-центр на улице Кирова. А это у нас Исидор Никифорович Барахов, я так понимаю, видный якутский деятель, который очень много вклада принес в развитие Якутска, Якутии. Государственный, политический и общественный деятель Якутии. Не смог пройти мимо. Ой, тут стрёмная такая лесенка. Оп, оп, оп. Это озеро. Блин. Лучше не ходить. Бизнес-центр в центре Якутска, его все знают. БЦ на Кирова. Здесь кинотеатр. Не дошел еще туда ни разу. А летом тут можно поплавать на байдарке, я так понял. Это местный парк культуры и отдыха. Я бы назвал его ЦПКО. Центральный парк. Ничего себе тут белок. Раз, два, три. Вот 4-я, 5-я. Пять белок. Малышки. Привет. Смелые. Как дела? Интересную штуку нашел. Прикольно. Можно отдохнуть. Вот так вот рынок начинается на подходе. Вот тушки всякие разные. Здрасте. Как продажи идут? А? Как продажи идут? Нормально. Нормально? Нормально. Люди любят кушать, да? В холода что еще делать? Сидеть дома, готовить, да кушать? Не мерзнете на улице-то? Что будет? Все равно работать надо. Ну да, понятное дело. Удачи вам, да? Прогуляемся в торговый центр Туймада. Это все, говорите, я деревни снимаю, природу. Сейчас посмотрим современную часть Якутска. Ресторанный дворик тоже тут есть. А мы находимся в старом городе, на берегу Лены. Вот туда мы ходили купаться, там Зеленый Луг на Крещение. Вот старый город здесь. Рестораны. Ресторан Махтал, который я посетил в первый же день, как сюда приехал. Ел жеребячие потроха.
Харта, что ли. Я забыл название. Ничего, нормально, готовят неплохо в этом ресторане. Запаха не было никакого, вкус нормальный. Ну, это площадь Ленина. Здесь стоят две такие вот горки детские. Одна с одной стороны, и вон с другой. Такая вот площадь. Это фонтаны, похоже, в центре. Не знаю. И тут есть еще Якутск Плаза. Торговый центр для элиты, если я правильно понимаю. Примерно понял, что здесь католическая церковь. Работают миссионеры из Южной Африки. Обучают танцам по вторникам. Ух ты, какая штука.